5 отчетов об итогах деятельности за 2018 год заслушали члены правительства. Министр внутренних дел Гарри Аршба проинформировал о поэтапной работе министерства. За 2018 год сравнительный анализ криминальной обстановки в республике свидетельствует о значительном снижении количества преступлений общеуголовной направленности. Так, за отчетный период совершено 782 преступления, что на 102 меньше аналогичного периода 2017 года. Снизился и уровень тяжких преступлений. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств является приоритетной задачей в деятельности правоохранительных органов, отметил Гарри Аршба. Глава администрации Галского района Тимур Надарая предложил ужесточить наказание в отношении лиц, употребляющих наркотические средства. Он напомнил, что до 2009 года употребление наркотиков было уголовно наказуемо, но эта мера была заменена на административное наказание. Как отметил в ответ Гарри Аршба, наркомания – одна из самых главных проблем для абхазского общества. Поэтому рассматривается вопрос об ужесточении наказания для наркоманов. Мы разрабатываем, рассматриваем в системе с общественностью, проводятся мероприятия во всех направлениях. Мы хотим внести изменения, некоторые законодательные акты и в Уголовный кодекс Республики Абхазия, также в Административный кодекс, для того, чтобы возможно ужесточить в этом направлении. Потому что это приоритетная задача на сегодняшний день не только для МВД, но и для всего общества в Республике Абхазия. Министр внутренних дел доложил членам правительства, что на основании поручения президента Абхазии ведомством разработан проект закона, направленный на усиление борьбы с организованной преступностью. Законопроект послужит реализации усиления оперативного контроля так называемыми преступными авторитетами, ворами в законе, лидерами уголовных группировок, которых необходимо изолировать от общества. Главная цель – это защита гражданского населения, предпринимателей и коммерческих предприятий, от членов преступного сообщества. Гарри Аршба также сообщил, что в настоящее время процесс обмена общегражданских паспортов практически завершен. Значительный спад обращения граждан по обмену бланков паспортов, но в паспортных столах остаются невостребованными до 7 тысяч готовых документов. Премьер-министр Валерий Бгамба обратился к главам администрации районов и потребовал более жесткого контроля в вопросе пользования гражданами паспортов с истекшим сроком действия. Мы уменьшили свой контроль за тем, что люди, у которых просрочка паспортов, могут спокойно зайти в любое госучреждение, получить спокойненько справку и уйти. Кроме того, банковские кредитные учреждения предупредить. Вышел срок паспорта, не имеет права человек производить этим паспортом никакие операции на территории Абхазии. За прошедший год Министерством здравоохранения реализованы 12 ведомственных целевых программ. О каждом из них подробно отчитался министр здравоохранения Томас Цахнаки. Лечение граждан Республики Абхазия за пределами территории на сумму запланированную 43 миллиона 396 тысяч рублей. Это пациенты, которые направлялись для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных центрах Российской Федерации прежде всего. 48% из которых это в том числе и дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За 2018 год в государственный бюджет поступило 95% налоговых платежей. Об этом доложил министр по налогам и сборам Даур Курмази. Плановые показатели были выполнены по следующим видам налоговых платежей: налог на прибыль, подоходный налог, налог на имущество и патент. А плановые показатели налоговых платежей, как курортный сбор, спецналог, налог на имущество, НДС, акциз и земельный налог, не были выполнены. Основной проблемой в выполнении плановых заданий в работе органа является работа с задолженностями, отметил министр Даур Курмази. Наблюдается динамика роста задолженностей по налоговым платежам. Ввиду необходимости систематизации работы налоговой задолженности, разбитой по категориям, при этом мы наблюдаем снижение текущей задолженности, взыскиваемой в текущем порядке, и наблюдаем рост задолженностей неурегулированных, просроченных задолженностей и рост задолженностей нереальных ко взысканию. В этой части у нас имеют место случаи, когда происходит согласование с налогоплательщиками, урегулирование сроков погашения задолженности.
Но, к сожалению, таких случаев не так много, и большая часть работы направляется во взаимодействие со службой судебных исполнителей. Отчеты о проделанной работе за прошедший год также представили министры сельского хозяйства и образования и науки. Кроме того, члены правительства заслушали и приняли отчет Министерства финансов об исполнении республиканского бюджета за 2018 год. Государственный бюджет за прошлый год по доходам исполнен на 95,6%. В основном исполнение обеспечили Гудаутские и Сухумские районы. Фактическое поступление собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составило 4 миллиарда 799 миллионов рублей, при плане в 5 миллиардов 219 миллионов рублей. По расходам при плане в 10 миллиардов 534 миллиона 756 тысяч рублей исполнение составило 8 миллиардов 768 миллионов 867 тысяч рублей. В основном исполнение госбюджета обеспечили Гудаутский, Сухумский, Гулрипский, Ткачалский районы и город Сухум. Доходы республиканского бюджета, как вам известно, формируются за счет собственных доходов и безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации. Безвозмездная финансовая помощь Российской Федерации поступает у нас по двум направлениям. Это финансовая помощь в целях социально-экономического развития Республики Абхазия и финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017 и 2019 год. В 2018 году общий объем поступления доходов республиканского бюджета составил 7 миллиардов 200 миллионов рублей, при плане в 7 миллиардов 521 миллион рублей, что составило 96% исполнения. По собственным доходам исполнение составило 90%, по финансовой помощи Российской Федерации исполнение 100%. Члены правительства также заслушали и приняли отчеты об исполнении бюджетов фондов обязательного медицинского и социального страхования, дорожного, пенсионного, государственного внебюджетного фонда инвалидов войны народа Абхазии и фонда репатриации. Кроме того, на заседании Кабинета министров были утверждены положения о воинском учете, порядке проведения военных сборов граждан Абхазии и продовольственном обеспечении военнослужащих и гражданского персонала Министерства обороны. Члены правительства также утвердили порядок осуществления государственного контроля качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения и порядок их ввоза на территорию Абхазии. Согласно постановлению, в ближайшее время должна быть организована испытательная лаборатория, в которой все лекарственные средства и изделия медицинского назначения будут проходить государственный контроль качества, а также должна быть утверждена инструкция о порядке хранения и списания образцов, не удовлетворяющих требованиям нормативной документации. Кроме того, в целях сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов республики, а также для использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, постановлением членов правительства Кодорское ущелье образовано в Национальный парк Республики Абхазия. Также решением правительства Стамур Барцыц назначен заместителем министра по курортам и туризму республики. Аля Катрап, Штамас Чиковани, Степан Мартиросян. Абхазское телевидение.